комичная ситуация, которую обсуждают все в Узбекистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что вызовет у вас очень много вопросов. Сейчас это на слуху у всех. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Хороший врач может улучшить свое благосостояние, получая от благодарных пациентов денежное вознаграждение за работу. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Узбекистана Амрило Инаятов, сообщает 6 февраля Фергана. Как передает агентство, заявление прозвучало в ответ на предложение одного из журналистов поднять медработникам зарплату в качестве первого шага борьбы с коррупцией в медицинской сфере. В ваших словах есть зерно. Мы развивающаяся страна. Мы не можем сразу сделать всем врачам зарплату в 2000-5000 долларов. У нас есть школы. Проблем много, они постепенно решаются. Если вы подходите к делу с душой, правильно лечите. Я сам тоже провожу операции. Пациент с удовольствием отблагодарит вас, даже если вы не попросите, так ведь? И уйдет от вас радостный. Я сейчас открыто говорю, не знаю, могу ли я говорить об этом как министр, но говорю открыто. И что, вам этого вознаграждения не хватает? Вот в чем вопрос, сказал Инаятов. По словам министра, если врач терпелив, работает над собой, создает личный бренд отличного специалиста, народ его сам накормит. Наш дорогой народ будет носить вас на руках, не позволяя вашим ногам коснуться земли, добавил Инаятов. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь, по сути, чиновник толкает врачей на открытую коррупцию. Может ли высокопоставленное лицо такое себе позволять, как вы думаете? Данное заявление уже прокомментировало агентство по противодействию коррупции. Согласно сообщению ведомства, политика Инаятова в вопросах борьбы с коррупцией в целом является верной. Однако слова о благодарностях они не поддержали. В агентстве считают, что подобное действие и получение врачами вознаграждений противоречат действующему законодательству страны, которая борется с коррупцией. Кроме того, подобное заявление лишь увеличит рост коррупционных преступлений в системе, довольно сильно понизит статус работников в медицинских учреждениях и доверие народа, а также в целом негативно отразятся на общей ситуации. Отмечается, что основной целью Министерства здравоохранения должно стать искоренение подобных действий, а не поощрение в них, будь то добровольный жест со стороны пациентов или нет. В антикоррупционном комитете пообещали взять данный вопрос под общественный контроль. Как вы относитесь к такой ситуации? Вот так вот министр, сам того не хотя, привлек внимание антикоррупционного ведомства. И если, как он утверждает, он тоже делает операции, то к нему и клинике, в которой он работает, будет очень много вопросов. Вы согласны? И как вы думаете, стоит ли вообще вознаграждать врачей за хорошую работу? Ведь, по сути, это их работа, и они получают за это зарплату. И тем самым мы сами распространяем в стране коррупцию с такими взглядами, что если человек сделал свою работу хорошо, его нужно отблагодарить. Он на работе, он получает за это заработную плату, он на это учился, он обязан делать свою работу хорошо, особенно врач. Вы с этим согласны или у вас есть какие-то возражения? Как вы думаете? И нужно ли наказать министра за такие высказывания? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.